А в этом ролике Фильм — продолжение комедийного боевика с Райаном Рейнольдсом. Что за... И Сэмюэлем Л. Джексоном под названием «Телохранитель жены киллера». описание сюжета. Жизнь здорово потрепала нервишки Майкла Брайса в исполнении Райана Рейнольдса, так что с карьерой телохранителя он решил завязать. Психотерапевт посоветовал ему отправиться на тихий курорт, вооружившись лишь книжкой и плейлистом расслабляющей музыки. Ну и здесь его находит самая безумная в мире парочка — киллер мирового уровня и настоящий магнит для неприятностей Дариус Кинкейд в исполнении Сэмюэля Л. Джексона и его супруга Соня, Сальма Хайек, буйная девочка неробкого десятка. Преступный синдикат устроил на них охоту, и Майклу, при всем желании остаться в стороне, придется вернуться к старому ремеслу и снова стать телохранителем, на этот раз жены киллера. Я Евгений Коваленко, вы на канале Одно кино. Погнали! Отзыв на фильм. Очень важно для меня упомянуть такую значительную деталь, как то, что я совершенно не помню первую часть. Вот просто вообще. Про что она, что там происходило. Я не стал специально ее пересматривать, даже частями там что-то пролистывать, потому что не про нее отзыв, да, а про продолжение. И понимаете, то есть с первой части я не помню никаких крутых сцен, там каких-то драк, перестрелок, либо экшена, чего-то, что могло отпечататься в памяти, какой-то классной комедии или шуток. Фильм оказался настолько пустой и проходной, просто какая-то киножвачка, пожевал, выплюнул и забыл. И я даже в качестве кино на вечер для расслабона никогда его не советовал. Я бы и не вспомнил про него, если бы не продолжение под названием «Телохранитель жены киллера». И вот главный вопрос. Если первый фильм на самом деле так, если не ужасен, то очень и очень посредственный, пресный, пустой, абсолютно, то зачем нужно было лепить из него продолжение? А вот понимаете, в чем дело? Тут как звезды на небе сложились и подарили как кассовый успех первой части, и это как следствие дало возможность снять продолжение, возможно даже два. Но тут либо прям холодный гениальный просчет, либо приятная случайность с невероятным везением. Потому что первая часть вышла в 2017 году. А такой фильм, как «Дэдпул» с участием Райана Рейнольдса вышел в 2016. И гремел он как феномен целый год, если не больше, что и послужило таким ракетным топливом для Райана Рейнольдса в его карьере, да. Его участие в любом последующем фильме принесло бы создателям кассовый успех. Это вероятность 146%. Плюс в напарнике он получил харизматичного и веселящего Сэмюэля Л. Джексона. Плюс в прокате тогда не было серьезных конкурентов вообще, кроме «Темной башни», которая ничего не собрала, и «Бабушки легкого поведения», которую вряд ли крутили на Западе. Плюс хороший старт бокс-офиса, да, благодаря всем перечисленным плюсам ранее, оно как снежный ком все собралось и принесла успех первой части. И создатели решили, что они могут повторить успех, расширив актерский состав, привлекли в продолжение Антонио Бандераса, хотя в 2021 году он уже не такая звезда, да, скажем, как Ван Дамм. То есть люди не будут стремя голову, да, лететь и смотреть с ним фильм в кинотеатр. Расширили роль Сальмы Хайек, потому что она есть жена киллера, да, которую нужно охранять. Также есть симпотный Фрэнк Грилла, но тут он мало, где-то там затесался на третьем плане. А также Морган Фримен, которого поместили на постер, хотя в фильме его, от силы минуты 3. Ладно, может 5. Вообще, как можно было его не поместить на постер? Он же бог. Что я вообще такое несу? Я есть он, создатель небес и земли, альфа и омега. Я бог. Мне нравится Райан Рейнольдс, и для меня он известен и интересен стал не после Дэдпула, как для большинства людей. Я помню его еще со смешного на те годы фильма «Кот в мешке» или Ван Уайлдер «Король вечеринок». Ну что ж, спасибо, что так быстро управилась. Я приду за ними через 20 минут. Для меня его карьера началась с 2000 года, и дальше я видел очень много фильмов.
Но тут телохранители жены киллера вместе с Сэмюэлем Л. Джексоном, они больше просто дурачатся. Ну, в плохом смысле этого слова. Это не вызывает никакого смеха и даже улыбку. За час 40 или 50 минут, столько вроде идет фильм, вы улыбнетесь 3 раза, максимум 4. Мне кажется, это слишком жирная плата не только деньгами, но и временем. Актеры больше ведут себя так, как спустя рукава привести время, покривляться, выдохнуть за актерскую игру и пойти домой с хорошим гонораром, из-за которого они согласились сниматься в этой шляпе. Фильм «Телохранитель жены киллера» действительно плох. Он выглядит как халтура, состряпанная на коленке, снятая на скорую руку. И трейлер нас обманывает, он затягивает нас. Мы думаем, что выйдет крутой комедийный боевик. Боевик здесь не ахти, экшн-сцены не впечатляющие, совершенно не впечатляющие. Графика также желает оставлять лучшего. И знаете, все это можно отбросить назад и забыть, и простить, если бы это все перекрывалось классной комедией или смешными ситуациями, каким-нибудь юмором, да. Но нет, самая смешная вещь в этом фильме, которая стала его визитной карточкой и толстой нитью тянется через весь хронометражный сюжет, это стёб над персонажем Райана Рейнольдса, что он больше не телохранитель, потому что у него просрочилась лицензия, да. Это мне напомнило шутки из фильма «Мальчишник в Вегасе», где одного из персонажей все время попускали касательно того, что он не врач, а просто дантист. У нас номер на имя доктора Прайса. Хорошо, одну секундочку. Доктор Прайс, Стю, ты дантист. Не стоит преувеличивать. А можно взглянуть? Я тоже врач, так что... Да, вы говорили много раз это, но вы всего лишь дантист. Ладно. Так что не впечатляйтесь. Если у кого-то прихватит сердце, он бросится скорую вызывать. Мы вызовем сами. Да, возможно, такая шутка зайдет один раз, у кого-то вызовет смех, а не просто улыбку. Но если повторять одну и ту же шутку, что кто-то не врач, а дантист, или больше не телохранитель, потому что у него нет лицензии, он ее просрочил, или что кто-то тупой и не догоняет, это перестает быть смешным и даже стирает улыбку с лица, потому что это дико надоедает. И в такие моменты хочется перемотать, но в кинотеатре нет пульта для перемотки. Стоит ли идти в кино? Я думаю, из всего вышеописанного становится понятно, что нет, идти не стоит. Только если вы не безумный фанат первой части, или Райана Рейнольдса, или близняшек Сальмы Хайек, на которых сможете попялиться на большом экране. Oh my! Я не нахожу ни одной причины, чтобы потратить больше 2 часов времени на поход в кинотеатр, 3 раза улыбнуться и потратить деньги, а при выходе абсолютно забыть об этом чуде навсегда, как будто вам Уилл Смит стер память. И самое страшное в этом фильме, что так как там нет ни классного экшена, и это не боевик толковый и не смешная комедия, вообще хоть какая-то комедия, отсутствие всего этого делает весь этот фильм просто долгим и скучным. И если продолжение повторит успех первой части и окупится несколько раз, то не сомневайтесь, из этого создатели не упустят возможности слепить трилогию и будет, я не знаю, там телохранитель собачки жены киллера или телохранитель любовника жены киллера. А вы еще можете свой смешной вариант написать в комментариях. А на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, если вам понравился этот отзыв. Пишите, что вы думаете об этом ролике или о самом фильме «Телохранитель» Сальмы Хайек, Сэмюэля Л. Джексона. Спасибо за просмотр. Пока.